Селям алейкум, сайгалы достлар, с вами снова я, Анна Григорьева, на всеми любимой кухне Софрага Буюренес. Татарскую кухню, я уверена, знают многие наши телезрители. Особое место в национальной кухне занимают пироги. И сегодня в этой студии мы приготовим настоящий национальный татарский пирог под названием эртнек. Вкусный, сытный и способный собрать за одним столом всю вашу семью. А расскажет нам о секретах приготовления национального блюда наш сегодняшний гость. Координатор интернет-радио «Ирфан», ведущий программы «Тигры разума» Анвар Тушаков. Красоты Сибири многообразны, как и природа этого удивительного уголка земли. А жителей этого края отличает прекрасная особенность дарить положительные эмоции и тепло окружающему миру, а также уважать культуру других народов. Так Крым завоевал особое место в сердце сибирского татарина Анвара Тушакова. Целеустремленный, харизматичный Анвар стремительно завоевывает сердца радиослушателей исламского интернет-радио «Ирфан». Более 50 познавательных программ о духовной жизни мусульман и развитии ислама. А всю свою креативность Анвар Тушаков раскрыл в авторском проекте под оригинальным названием «Тигры разума». Сочетая в себе качества ответственного руководителя и творческой личности, Анвар Бей посвящает свободное время игре на гитаре, наслаждаясь ее прекрасной мелодией. И сегодня в программе «Софрага Буюренес» Анвар Тушаков поделится рецептом национального блюда сибирских татар «эртнек». Селям алейкум, Анвар. Валейкум ассалям, Аня. Очень приятно видеть вас в нашей студии сегодня. Приятно мне тоже взаимно. У нас сегодня национальное блюдо. Да, сибирское татарское блюдо, я хотел подчеркнуть, эртнек. Это очень интересный пирог, который готовится и очень часто предпочитается в семьях сибирских татар. Очень здорово. Почему именно это блюдо, расскажите? Ну, во-первых, оно очень простое. Здесь настолько мало компонентов, и они все настолько простые и банальные. Плюс ко всему, его можно есть всегда и всюду, хоть с утра на завтрак, хоть вечером на ужин. Оно универсально во всех отношениях. Угу. Вы, являясь сибирским татарином, я думаю, наверное, давно уже знаете этот рецепт. Наверное, он передавался из поколения в поколение или нет? Да, по большому счету так оно и есть. С самого детства наши бабушки, дедушки, наши родные всегда звали нас в гости, и мы их звали, и кушали что-то такое, вот как бы что-то рыбное. Вот. Часто у нас были пироги, в том числе и такие. Вот. Вообще пироги мы любим делать из речных и озерных рыб. Угу. Но сегодня я решил показать на основе обычной океанийской рыбы. В данном случае это будет рыба-форель. Угу. Но раз вы уже начали перечислять ингредиенты, давайте для наших телезрителей обязательно расскажем, что нам сегодня потребуется для приготовления. Давайте так и сделаем. Значит, начнем с простых компонентов. Это лук, которого нам нужно вот буквально вот столько, то есть 2 или 3 небольших таких средних. Луковицы, да. Луковицы. Несколько картофелин, где-то примерно 4-5 штучек. Угу. Около килограмма. Может быть, чуть поменьше, может быть, чуть побольше, в зависимости от настроения и аппетита рыбы. Вот. Также нам пригодится еще соль, сахар, подсолнечное масло, ну и, конечно же, мука. Вот, муку мы должны все превратить в прекрасное, замечательное тесто, которое сейчас уже находится здесь. Значит, в 2 словах, как оно готовится. Давайте, обязательно нужно знать. Значит, сначала мы берем быстродействующие дрожжи, вот, значит, небольшое количество, добавляем туда соль, добавляем туда сахар и заливаем все это дело молоком. Вот. В идеале лучше брать настоящее фермерское молоко. Если нет, то можно обычное молоко, которое можно купить в любом магазине, и добавить туда немножко масла, если оно только магазинное. Вот. Все дело аккуратно взмешивается. Нужно нам где-то примерно 2,5 стакана муки. Постепенно все дело размешивается и превращается в такую вот массу. 2 часа выстаивается, и оно где-то примерно в 1,5 раза увеличивается. Угу. То, что мы сейчас видим, это получается уже готовое тесто. Готовое тесто, которое простояло 2,5 часа. Так, отлично. Я думаю, наши телезрители все услышали, запомнили, как такое тесто готовится. Я хочу доверить вам эту замечательную массу. Значит, тесто, да. Я знаю, что вы любите катать. Ну что ж, придется, значит, с вас нужно, значит, во-первых, разделить этот кусок, значит, на 2/3. Так. 2/3 большая часть пойдет на основу, на нижнюю часть, а верхнюю часть мы сделаем крышкой. Анвар, ну что ж, я буду заниматься тестом. С чего начнете вы? Я начну, наверное, с картошки, потому что это будет первым слоем. Предпочитаю делать все мелко, вот такими кубиками, квадратиками, ну, как сказать, дальше делать. Угу. Можно, по сути, сделать его и кольцами. То есть здесь не принципиально.
процесс мы обговорили. Хочется все-таки узнать вас поподробнее. Расскажите о себе. Где проходило ваше детство? Какие самые яркие впечатления? Так, родился я в городе Тобольске. Город Тобольск – это древняя столица Сибири, находится в Тюменской области. Угу. Да, то есть сам непосредственно такой вот центр бывшего сибирского ханства. Значит, какие яркие впечатления? Какие яркие впечатления? Хороший вопрос, между прочим. Ну, не знаю, на самом деле здесь можно судить по эпохам, да, там, так сказать, моей жизни. Если в детстве сказать, то, наверное, поступление в музыкальную школу – это, наверное, один из таких ярких моментов в моей жизни. Так. Потому что он как-то определил мою направленность в этом мире, да. Вот, если смотреть по юности, ну, это, скорее всего, студенческие годы, когда мы начали уже выступать. Я уже был такой вот уже музыкант, вот, один из таких, можно сказать, даже известный в городе. Слушайте, на самом деле, небольшой город, где-то около 140 тысяч было, когда я вот жил. Сейчас чуть меньше, сейчас где-то 114 тысяч. Потом так сложилось, что я переехал. Вот, то есть переехал, почему? Потому что я учился в строительной академии, учился я на инженера, строителя. Вот, значит, теплоэнергетика у меня была специальность, да. И первые 2 курса я учился в Тобольске, потом меня перевели, то есть, ну, в принципе, как и всех, переводили в Тюмень. Вот, были интересные. А в детстве кем мечтали быть? В детстве я очень любил животных и мечтал стать ветеринаром. Да, даже прям как и я. Расскажите, как пришла идея создать интернет-радио? Первое в Крыму, опять-таки, да? Да, и мусульманское интернет-радио Ирфан. Значит, идея принадлежит муфтиату, в данном случае заммуфтия Асадуллаху Баирову. Вот, значит, когда-то он мне ее озвучил, где-то примерно это было около 2,5 лет назад, вот так вот где-то примерно ориентировочно. Вот, и мы начали с ним подумывать, как бы это все дело реализовать. Так. Вот, с полгода назад мы начали все дело уже выстраивать на бумаге, планировать, закупать оборудование. И 15 апреля этого года мы запустились как полноценная уже радиостанция, которая вещает на интернет-платформе. Много ли слушателей? Вы знаете, если брать в целом медиапространство, а медиапространство это включает в себя не только сайт, но и социальные сети, мы все-таки идем вот именно в ногу со временем, мы хотим везде и всюду взять нашего слушателя, где он только не прятался. Сколько программ на вашем радио? Мы сразу же заявили 50 программ. Укрепляем, если есть какие-то моменты, заменяем, ну и как-то усиливаем, в данном случае, наш художественный контент. Интересно. Ну что ж, вернемся к процессу. Вижу, картофель вы нарезали. Оцените то, как я раскатываю тесто. Это неплохо? Замечательно. Мы уже перешли к луку. Лук нарезаем мелко. Да, так же, как и картошку, делаем все дело примерно одного же размера. Расскажите, сколько в вашем коллективе работников? В нашем коллективе очень много работников. Значит, костяк у нас руководство строится где-то примерно на 10 человек. А если брать вместе с ведущими, то это количество достигает до 5000 человек. Потому что у нас очень много программ, и в каждой программе есть свои какие-то нюансы, свои какие-то люди, свой какой-то небольшой коллектив. Сложно ли руководить таким большим коллективом? В принципе, здесь все единомышленники. То есть у нас есть одна какая-то большая интересная цель, мы все чем-то как бы вдохновлены в данном случае, поэтому несложно. Мы как бы держим связь, встречаемся, делаем какие-то летучки, собрания. Вот. Поэтому в данном случае я считаю, что несложно. Есть ли какие-то у вас особые приемы руководства? Какая вообще атмосфера царит в коллективе? Ой, атмосфера царит очень веселая, плодотворная, творческая и креативная. Почему? Потому что здесь мы ищем интересные подходы и постоянно смотрим на что-то новое. Всегда нам есть о чем поделиться, мы всегда хотим как-то вот что-то кому-то что-то подсказать или как-то, значит, как посоветовать. В данном случае у нас в этом плане проблем нет. Это хорошо. Это не может не радовать. Ну что, я вижу, лук вы дорезали. Да. Его можно пересыпать. Приступаем к самому главному, это к рыбе. Предлагаю вам уже, наверное, доставать противень и попробовать уже его как-то замостить туда. Взять нужно подсолнечное масло и тонким слоем его смазать, чтобы это все дело у нас не пригорело. Готовите часто вообще? Я готовлю не часто, но если я готовлю, то уж что-то интересное и вкусное. Например? Шаурму. У меня есть такой собственный рецепт, который я реализовал, так сказать, исходя из различных рецептов, которые я нашел в интернете, превратил в какой-то свой вариант. Вот. Часто мы ее любим, потому что она такая интересная, вкусная и дает какое-то такое даже чувство, такое насыщение. Там потому что есть секретные ингредиенты. Самое главное вообще вот компонент в любой шаурме – это соус. Здорово. Но что касается блюд сибирских татар, вот с одним мы сегодня, еще пока не
познакомились, но вот в процессе знакомства, что еще вот можете назвать? Есть интересное блюдо, называется, это выпечка, называется баурсак. Множественно баурсаки. Значит, это делается из теста тонким слоем, такая вот лепешка прозрачная, то есть края цельная, это прозрачная. Кладется все на масло раскаленное, и все дело превращается в такой пузырек. Красиво и вкусно, и очень интересно, и очень эффектно. Здорово. Это вот именно такая фишка сибирских татар, они любят баурсаки. Вот, также, конечно же, у нас есть интересные блюда. Допустим, очень часто можно в деревнях поесть плов с рыбой. Давайте для наших телезрителей напомним, как мы нарезаем рыбу. Я вижу, довольно-таки крупно, да? Это не принципиально. То есть главное здесь, чтобы это все дело превратилось в просто небольшую такую вот мелкую субстанцию, которую можно было сварить. Чем меньше, тем быстрее и лучше проварится. Это как бы такой гарант качества в этом случае. Послушайте, ну раз мы начали разговаривать о готовке, о каких-то вещах нерабочих, вот расскажите, какой вы вне работы, какой вы дома? Какой дома? Дома я любящий папа, любящий, так сказать, свою девочку, ребенка нашего. Софинара, ей уже в этом месяце, получается, будет 11 месяцев. Она у нас такая вот растущая не по дням, по часам. Мы любим путешествовать, мы любим пикники, мы любим ездить по интересным местам Крыма, вот, и не только. Вот в данном случае я любитель самоваров. Вот, у меня с детства прилепилось ко мне такое прозвище «Анвар-самовар». Я решил этим воспользоваться, и вот сейчас я хочу открыть фирму, которая так и будет называться «Анвар-самовар». Про самовары это же отдельная история. Я знаю, что вы большой любитель чая. Как и все татары, мы очень любим чай. Мы можем пить его и днем, и ночью, в любое время дня и суток. Чай – это вообще удивительный напиток, который пришел к нам и который мы очень любим. В данном случае мы часто любим делать все в самоваре. То есть мы берем дрова, берем самовар, ну, конечно, шашлыки и берем кучу-кучу всяких вкусняшек. Вот в данном случае можем даже всякие вот такие баурсаки, допустим, взять. Может быть, вот такой вот пирог, который мы сегодня готовим. Почему бы нет? Да, едем на пикник и весело проводим время. Ну, любовь к чаю, я так предполагаю, вам передалась по наследству от отца. Отец у вас коллекционирует самовары, насколько я знаю. Расскажите. Да, коллекционировал самовары. У нас вот в его, ну, или в нашем, можно сказать, в гараже было около 20 самоваров. Представляете, вот большие, тульские, громадные самовары. Ничего себе. Да, вот такие большущие. Причем есть такое еще понятие, как медали. То есть это такие штампы, которые стоят сверху самовара. То есть там было очень много штампов, там около 15 штампов. Это считается очень, очень хорошо, то есть знак качества. Он по деревням ездил, буквально за бесценок покупал или брал, или обменивал эти самовары, приводил их в божеский вид, и потом все дело превращалось в интересную коллекцию. Слушайте, какое прекрасное хобби. Да. Вот, может быть, и оттуда тоже мне привелось вот тоже вот это увлечение. Все-таки какой чай ваш любимый? Я любитель зеленого чая, особенно по утрам. Вот. А так вообще, конечно, я любой чай люблю. Вот я, допустим, в свое время привез с Таиланда тайский кокосовый чай. Он был вот на цвет как тархун зеленый. Да. Настолько прям вот, да? Настолько прямо такой, как вы даже знаете, как зеленка вот такой, то есть настолько мутный. Вот, но он был очень вкусный, и как сказать, я в свое время работал в одной фирме, в данном случае в «Газпроме», вот, и я помню, вот часто мы по праздникам его заваривали торжественно и пили. Классно. Ну, давайте, хорошо, все-таки вернемся к работе. Я же знаю, что радио – это не единственная ваша работа, вы еще ведете программу «Тигры разума». Есть такой проект «Тигры разума». Да, это развлекательно-познавательная программа, которая говорит о серьезных вещах в несерьезной форме. Вот, значит, мы говорим про очень такие вот вещи, которые бы, ну, никто бы из журналистов или там из каналов бы никогда бы не затронул, а мы с легкостью это можем сделать. Но я так понимаю, что программа строится на опросах, да, в основном? Это у нас, знаете, как основная часть. То есть мы вот как бы делаем опросы, большую часть, это примерно половина, а то и больше составляет опросы. Потом у нас есть также графическая часть, инфографика, где мы интересные факты приводим, потому что это сейчас тоже довольно-таки интересно и модно. Вот. И, конечно, у нас есть обязательная рубрика – это экспертное мнение. Туда мы приглашаем в основном лиц с духовной стороны, то есть религиозной стороны. Очень много психологов есть, очень много каких-то врачей, то есть те люди, которые могут дать что-то интересное, полезное обществу, в данном случае по этим вопросам. Откуда взялось такое необычное название «Тигры разума»? Это игра слов. У нас есть один знакомый хороший, его зовут Руслан Курбанов. Значит, он в свое время консультировал наш канал и, соответственно, ставил нам, давал какие-то рекомендации. Мы с ним придумывали название, думали и решили
поиграть со словами. В итоге получилось, что вот тигры разума. То есть мы, по сути, действительно там как бы играем с разумом очень хорошо. Я думаю, в принципе, вот нашли какое-то такое броское, интересное время. Классно. Так, я предлагаю уже все дело соединять. Давайте. Давайте поставим противень здесь и начнем слоями все дело выкладывать. Давайте, конечно. Я так понимаю, что минимум теста, максимум начинки, да? Пирог Да. такого формата. Да. Так, то точно так же лук. Абсолютно так же. Отлично. Мне Единственное- нравится. Да. Угу. Я предлагаю, знаете, как сделать? У нас лука достаточно много, поэтому мы давайте сделаем один слой лука, Так, слой рыбы и потом сверху еще раз луком польемся. давайте. Давайте теперь перейдем к рыбе. Угу. Также берете аккуратно. Так. Это у нас непосредственно самое главное, поэтому равномерно мы его Рыбка. разложим. Какое ваше любимое крымско-татарское блюдо? Хороший вопрос. Долма, сарма, вот это все почему-то мне вот очень нравится. Я с детства любил вот это все дело. И вот, Мгм. вот все, что связано с этим, мне очень нравится. Отлично. Пришло время посолить, поперчить. Да, давайте своей легкой рукой сделайте это. Значит, немножко соли, немножко перца, и, я думаю, будем Так, закрывать. ну что, давайте, я вот буду... Давайте начнем с соли. Теперь можно добавить еще немножко черного перца. Он очень хорошо подчеркивает вкус рыбы. Все, Да, Анвар, я подготовила верхнюю часть теста. отлично. Теперь мы это всё- Доверю ее вам. Давайте. Мгм. Спасибо за доверие. Да, я надеюсь все-таки вас не подвести. Так, значит, мы это все мы берем и Потому что мы как будто одеялком, да, укрываем вот наш так вот. пирог. Оп, и вот как так вот мы укрываем. Угу. Да, лишние края мы уберем. Я предлагаю, чтобы все у нас ушло в дело, Угу. оставшиеся куски теста использовать как надпись, которую можем что-нибудь... Да вы что? То есть у нас будет не просто вкусный пирог, а у нас еще он будет такой интересный. именной. Именной. Ну, как здорово. Слушайте, хорошая идея, да? Вот если готовишь для кого-то, можно что-то такое приятное написать. Да, вот так вот накрываем его и превращаем в что-то такое вот. Мгм. Итак, обязательно нужно завернуть края для того, чтобы наша начинка осталась внутри теста, чтобы не вышли ни ингредиенты, ни аромат Да, все правильно. из-под нашего такого, скажем так, мучного одеялка. Все правильно. Вот. Ну, как-то вот так вот. Чем примерно. проще, тем лучше. Ну что ж, дорогие друзья, мы закончили с пирогом. Мы сплели вот такую вот замечательную косичку. Выглядит довольно-таки красиво. Все замечательно. Что, мы можем отправлять его в духовку? Да, только давайте перед этим мы напишем милет. Да, давайте. Слово «милет» да, возьмем- украсит да. наш пирог. А пока мы занимаемся таким интересным процессом, мне хочется у вас спросить, у меня есть такая информация, что вы еще какое-то время являлись резидентом Comedy Club. Да, приходилось мне поучаствовать. Я большой любитель КВН, поэтому и Comedy Club не обошел меня стороной. Я отвечал за музыкальный юмор, вот за музыкальные такие вот небольшие карапульки мы называли. Вот, пели разные интересные песни. Вот, даже сложился у нас небольшой музыкальный дуэт А и Б. Вот, с одним моим знакомым другом, замечательным режиссером и актером Максимом Богданом. Он, О, получается, Б. интересно. Богдан, а я Анвар. И вот получилось А и Б. Расскажите какие-то самые запоминающиеся выступления. Ой, каждое выступление, оно было уникальное и интересное. В свое время была популярна такая песня, трек, сейчас скажу, «Идакор». Она играла во всех клубах, и однажды, помню, мне говорят, а ты сможешь изобразить ее на гитаре? Это, в принципе, легко. Вот. А так вообще, конечно, много историй, от веселых до грустных, потому что мы попадали и в переплеты, и куда-то там ездили на гастроли, на которых мы там были совершенно без денег, и как-то это Да все вы дело... что? Да, то есть историй очень много. Вот. Кстати, вот, я помню, мы были в свое время в Анапе, и так получилось, что до гастроли еще оставалось достаточно много времени, где-то примерно неделя, а деньги все закончились. Что делать? Нужно как-то их зарабатывать, нужно откуда-то их брать. Мы взяли гитару, взяли мою шляпу, у меня была такая ковбойская шляпа, и пошли на улицу. И буквально за 10 минут мы насобирали 800, вернее, рублей. Оказалось, что все вот эти музыканты, которые на улицах играют, они прилично зарабатывают. Да вы что? Да, у нас был, кстати, такой аттракцион, мы придумали песен на ходу. Это с дуэтом А и Б. Дуэтом АБ, А да. ну-ка, расскажите. Значит, нам достаточно было несколько слов, вот, чтобы придумать, допустим, песню. Вот. Получились такие интересные, симпатичные буковки. Все замечательно. Мне все Да, вам нравится. все нравится? Да, все замечательно. Все прямо так, как задумывали. Ну что ж, уважаемые телезрители, все готово, готов пирог, и готова замечательная надпись «Милет».
Мы посмотрим на нее обязательно, когда пирог уже испечется. Ну, а у нас разогрелась духовка до 180, да, правильно? До 180? Да, да. До 180 градусов. И мы отправляем наш пирог на сколько, расскажите? В идеале на 1,5 часа. Но лучше смотреть где-то вот примерно после часа, посмотреть, как пирог у нас выглядит. Угу. Окей, час-полтора будет наш пирог в духовке, ну а мы этого с нетерпением ждем. Ну что ж, дорогие телезрители, время нашего ожидания истекло. Наша духовка говорит о том, что пирог испекся. Мы сейчас посмотрим, что у нас получилось. Смотрим. Ну что, все прямо это, как должно быть. Так. Под ваши бурные аплодисменты. Ну что, вполне даже аппетитно, я бы сказал. Красиво. Да. Анвар, Да. вот еще одно у вас не спросила. Есть ли хобби какое-то помимо работы? Потому что направлений множество различных. Умеете и петь, и веселиться, и развиваться духовно, и вести передачу, и много всего остального. Касательно хобби, какого-то увлечения. Я люблю коллекционировать хорошие фильмы и пересматривать их. Я люблю золотую классику, которая, вот, так сказать, незыблемая. Некоторые вещи, которые, может быть, немногие видели, смотрели, я вот люблю их смотреть и изучать, и потом как-то вот, знаете, использовать. Часто это пригождается и в жизни, какие-то вот кадры для фото и для видео. То есть кино – это все-таки мое такое вот тайное хобби. Интересно, очень интересное увлечение. Анвар, ну не могу вас не спросить, вам самому нравится, что у нас получилось? Мне очень нравится и визуально, я думаю, на вкус он будет такой же, как и выглядит снаружи. Ожидания оправданы? Вполне, да. Отлично. Ну что ж, тогда я хотела бы вас попросить пожелать что-нибудь нашим телезрителям от души, от сердца. Хорошо, я от души желаю всем телезрителям канала Милет быть лучшими работниками в своей сфере, чтобы руководство и в первую очередь Всевышний был вами доволен. А мы, люди непосредственно средства массовой информации, будем стараться, чтобы вы получали информацию и только полезные вещи с экранов и с радиостанций. Отличные слова. Анвар, чок сагулнес за такое прекрасное пожелание. Аллах разлался. Мы вам желаем всегда хорошего настроения, мы вам желаем развития Все взаимно. и в творчестве, и во всех ваших делах, чтобы все у вас всегда получалось. Все взаимно. Давайте дружить, давайте общаться и создавать что-то, нечто красивое и прекрасное. Здесь отличная атмосфера, я буду рад прийти к вам еще, если позовете. Отлично, конечно же, позовем. Дорогие наши телезрители, а вам мы желаем доброго утра, отличного настроения, успешного дня, вдохновения и всего самого-самого лучшего. Софра Хаба Юренес, Аштатлы Олсун.